Олимпийские игры по праву считаются самым главным событием в мире спорта. Само участие в Олимпийских играх является огромной заслугой. А победа на Олимпиаде – это самое высшее достижение для спортсмена. Победитель Олимпиады навсегда становится гордостью своей страны. Для того, чтобы попасть в олимпийскую сборную, спортсменам надо пройти нелегкий путь и неоднократно доказывать свое мастерство. Питерский боксер Петр Хомуков своими победами доказал, что именно он достоин участия, завоевав лицензию на летнюю Олимпиаду 2016 года в Бразилии. Для меня Олимпийские игры – это, наверное, цель всей жизни, мечта, к которой я шел, несмотря на какие-то трудности, сложности. И буквально, наверное, оставался один шаг, который преодолел, завоевал лицензию и в итоге поеду в Рио. Именно олимпийской целью и мечтой я, наверное, сейчас шел и жил, наверное, последние 4 года, то есть предыдущий цикл, когда я почувствовал, что все реально и все по силам. Прошлый год был очень тяжелый, он был отборочный на Олимпийские игры, где я боксировал по одной версии WSB, и также параллельно боксировал еще один боксер, то есть который также завоевал, как и я, олимпийскую лицензию. В итоге у нас на сборную было 2 лицензии, где потом по итогу отбора у нас был между ним спарринг, где я одержал победу. Но руководство и комитет решил, что он был более опытный, поэтому от моей лицензии отказались, подтвердили его. После чего в этом году был, опять же, турнир отборочный, но в в 81 и свыше у нас не было этих лицензий еще в сборной России, где мы с руководством Санкт-Петербурга, с тренером приняли решение и все-таки решили добиться того, к чему шли, и мы завоевали лицензию уже на категорию выше. Для любого тренера вершиной его деятельности является попадание его ученика, спортсмена на Олимпийские игры. Естественно, максимум это завоевание медали любого достоинства. Но уже тренер, воспитавший олимпионика, олимпийца, уже на вершине этой пирамиды. То есть его мечта осуществилась. Он проходит огромный путь, получает огромный опыт, и все свои чаяния, надежды исполняются в этот момент, когда его спортсмен оказывается на Олимпийских играх. И для меня, соответственно, сейчас пик, можно сказать, моей карьеры. Неизвестно, будет ли когда-нибудь у меня такой спортсмен, как Петя Хомуков, чтобы в очередной раз оказаться на Олимпийских играх. И я счастлив. Сложности были, наверное, во всем. И, наверное, в первую очередь были сложности, так скажем, административные, подковерные. Наверное, это было самое сложное, что могло существовать на пути любого спортсмена, который существует. Мало того, что ты сталкиваешься с конкуренцией спортсмена, с других спортсменов, ты еще сталкиваешься с какими-то моментами, на которых ты безвластен, ты не можешь повлиять на них никаким образом. Эти моменты, они бывают все очень сложные. Но, наверное, составляющего удачного спортсмена – это как цепь, в котором каждое звено должно быть крепкое, иначе цепь порвется в том или ином месте. Как-то у Петра все и сложилось, несмотря на сложности, на тернии, которые были. Ни одно звено в его пути, в его цепи не оказалось слабым, включая его возможности, его стремления, желания, людей, которые его окружали, помогали, включая тренеров, административный ресурс, который у нас присутствовал. Наверное, все воплотилось и получилось. А сложности были во всем и везде. Ничто легко не дается. Олимпиада легко никому не дается, все это прекрасно представляют. На самом деле 2015 год был тяжелейший, когда начался первый цикл отбора на Олимпиаду. По новым правилам АИБа это происходит по 2 версиям. WSB полупрофессиональный и IPB, тоже полупрофессиональная версия. В WSB боксировал Петя Хомуков, а в IPB боксировал наш конкурент, который тоже в этой весовой категории 75 килограмм отбирался на Олимпиаду. Тяжелейший год, тяжелейший. В кратчайшие сроки с января месяца по
конец апреля, грубо говоря, за 4 месяца, за 3,5 спортсмен вынужден был провести 7 обязательных боев. Это 5-раундовые бои. И если кто-то представляет, и все профессионалы, которые были с этим связаны, они говорили, это практически невозможно. Последние 3 боя проходили с промежутком всего лишь в 10 дней. Это тяжелейшее было. И у Петра не было права даже на ошибку, потому что любой проигранный бой лишал его баллов, который не давал ему возможности попасть на Олимпиаду. И свой решающий бой он проводил в Киеве. Сами представляете политическую обстановку. Он боксировал с представителем украинской команды, с Норматовым. И у того тоже решался в этом бою завоевание этой лицензии. Это был тяжелейший бой под 3000 трибуны, под огромным давлением психологическим. Ну, на самом деле это все было. Кто интересуется, вы можете это все и в интернете увидеть. Я не буду там что-то говорить, но давление было со стороны трибун, ну, сами представляете, политическая ситуация и все. Но Петр вышел и выиграл эту лицензию на Украине. Ну и также наш соперник, конкурент, он также параллельно шел, завоевал свою лицензию. И в конечном итоге, опять же, было принято решение Федерации бокса руководством, так как они несут ответственность за конечный результат на Олимпиаде, что в этой весовой категории будет представлять страну вот наш конкурент Артем Чеботарев, прекрасный боксер, прекрасный спортсмен, который тоже заслужил это право. Но у каждого свой путь, у каждого свои сложности. Вот такая ситуация у нас произошла. Был сумасшедший спад у Петра Хомулкова после этого. Ведь там уже был спарринг между ними, в котором успешно Петр защитил свою лицензию, но, к сожалению, впоследствии все равно приняли решение отправить другого спортсмена. Был спад, уже не знали, как его, грубо говоря, реанимировать, но Петр действительно человек с железобетонной психикой, который буквально он там через несколько недель уже успокоился, и мы начали свой путь идти дальше. Путь заключался в том, что мы готовимся в следующем году к чемпионату страны, начинаем боксировать. И вдруг на одном из успешных сборов он почувствовал, что он в состоянии сделать такой авантюрный поступок, подняться в весовую категорию выше, при весе 77 килограмм, боксировать в весовой категории 81 килограмм. Тем более на тот момент ни один из лидеров сборной страны не смог завоевать лицензию в этой весовой категории. И в этом авантюрном его поступке его поддержали все. И вот это желание, огромная мечта Пети выразилась вот в этом нашем авантюрном поступке. Мы прошли тяжелый сбор, на котором был спарринг, на который Петя успешно выиграл и подтвердил свое право ехать на отборочный турнир в Баку. Ну и там уже все знают, он провел 3 боя, завоевал лицензию, подтвердив свой статус и право участвовать на Олимпийских играх. Спортсмена никто никогда не загадывает, тем более Олимпиаду мы все прекрасно знаем, и как я это сейчас уже прочувствую на себе, это другая планета спорта, и путь тяжелый к нему, и попадание туда, а сама Олимпиада, она непредсказуема, где сильнейшие могут вдруг оступиться, у кого-то не хватит психики, а слабейший, попавший туда на подножке последнего трамвая, может оказаться лидером и что-то сделать, поэтому надежды, как говорится, самые большие, тем более это честь страны, туда никто не хочет ехать просто быть участником, туда едут спортсмены, которые хотят отстоять честь и славу своей страны, хотят, чтобы их гимн звучал, они стояли на верхнем подиуме. Но чаяния и надежды мы никогда не загадываем, не говорим. Конечно, хочется, пройдя такой путь, достигнуть какого-то результата, какого-то высокого результата. Но загадывать и говорить, впереди паровоза бежать мы не станем. Слова благодарности, огромной благодарности всем тем людям, которые были вокруг нас, поддерживали нас, толкали в спину, делали все возможное для достижения этой цели. Это, в первую очередь, Максиму Владимировичу Жукову, президент Федерации бокса Санкт-Петербурга, который абсолютно бескорыстно, с огромным энтузиазмом подключился к тому, чтобы Петина мечта осуществилась, и все усилия для этого были сделаны. Рехину Денису Борисовичу, руководителю Олимпийской платформы, который, не жалея ни сил, ни времени, был везде с нами, присутствовал, поддерживал психологически. Ну, огромное спасибо. В школе-интернат 357, где мы официально все числимся, работаем, где школа создавала все условия для того, чтобы спортсмен мог достичь своей цели. Экзекову Мусе Хабаличу за тот огромный энтузиазм, который он проявил
самый сложный момент, когда спортсмен остался без лицензии, когда был психологический спад, за поддержку в предоставлении и зала, психологической поддержки. Человек, который подключился и болел за нас всей душой и сердцем. Поэтому огромное спасибо, низкий поклон всем. Большое спасибо. Надеемся, мы вас всех не подведем и сделаем все возможное для того, чтобы оправдать все ваши усилия. Увидел совершенно тоже очень интересного, глубоко порядочного, очень скромного человека, который вызывает глубочайшее доверие и уважение. Это как раз Петр Хомуков. Вот таким образом я с ним познакомился, увидел, что человек очень серьезно заряженный. Я поверил сразу в него, что он будет решать поставленные задачи. А в последующем, на следующий день, мне захотелось познакомиться с его тренером. Как оказалось, тренер карачаевец, тоже один из ярких представителей Карачаево-Черкесской республики. И вот такое объединение, такое соединение в Петербурге, это уникальная история, как вот, если бы мне сказали бы раньше, я бы не поверил, что такое возможно в культурной столице России встретить, можно сказать, представителей Карачаево-Черкесии в одной единой команде. Муса Экзеков – бизнесмен, меценат и видный общественный деятель. Более 5 лет назад он создал общественную организацию «Алашара», одной из целей которой является развитие массовой физкультуры и спорта в селах абазинского народа. В прошлом Муса Экзеков сам был спортсменом. Он мастер спорта СССР по вольной борьбе. Понимая значение спорта, сейчас он делает свой вклад в качественное развитие родного и братских народов. Вы знаете, у нас принципы такие. Да, мы сегодня занимаемся вот в организации «Алашара», мы занимаемся вот одной проблематикой серьезной для того, чтобы ее решить. Но у нас в программе заложено вообще, и мы проводим очень серьезные воспитательные работы в этом направлении, культурные интеграционные процессы. Вообще Россия – это одна большая семья. Мы ее только так и воспринимаем. Но чтобы эта семья становилась крепче, мы должны проявлять уникальность каждой нации, каждого народа. И мы эти уникальные качества раскрываем. И на уникальных качествах мы развиваем корень единого российского древа. И вот такое понимание, такое отношение, когда мы говорим уже о талантах, там стираются все границы, потому что каждый талант является источником воспитания молодежи. Каждый талант является показателем вектора, показателем уже пройденной, хорошей, качественной работы, яркой для молодежи. Потому что лучше примера ничего нету, своего примера. Они первопроходцы. Первый черкес в истории черкесов, который едет на Олимпиаду. Как боксер, как спортсмен. Руслан Хизирович, как тренер, впервые в истории карачаевцев едет на Олимпиаду. Они уже сделали историю. Я рассчитываю на то, и наши братья, наши земляки, все вместе, мы будем болеть за них. Они как раз благодаря вот нашему фильму узнают, что есть такие уникальные сыновья своих родителей, своей страны и, самое главное, своего народа. Складывается такая картина, там вся вот палитра народов в республике, нас сплачивает единая цель. Единая цель – это достижение высоких спортивных результатов, это восславление малой Родины, нашей великой страны России. Дай Бог, чтобы он подошел ко всему этому в лучшей своей форме. И он тогда сделает всех. Многие годы тренировок, полная самоотдача, победы на различных турнирах – все это шаги к его заветной мечте – победе в Олимпийских играх. Остался последний рывок.